Вот уже 2,5 года медики-волонтеры работают на передовой. Мы проедем по всей линии фронта. Это единственная дорога, которая ведет в Крымское. Другая, асфальтированная, контролируется боевиками. Для того, чтобы добраться до поселка, нужно проехать по грунтовке несколько километров. Но когда начнет таять снег и земля раскиснет, доехать до Крымского без тяжелой техники будет невозможно. Наш первый пункт назначения – небольшое здание в самом центре этого маленького поселка. Тут перев'язочна, але це не тільки перев'язочна, тут все. До войны в этой 4-комнатной квартире была библиотека. На этих полках стояли книги классиков, сейчас жизненно необходимые препараты. Це у мене чаї взагалі закінчилися. Це дуже добре, що вони привезли, бо, бачите, у мене вже там практично порожня поличка. Ее называли мамой Песок, теперь называют мамой Крымского. Евдокия Степановна, медсестра из Ивано-Франковской области, стала незаменимым врачом как для военных, так и для местных жителей. И днем и ночью она находится в своей импровизированной больнице. Поїхали в Піски просто, побути, подивитися, попрацювати на передовій. Ну і все, перший раз як приїхала, так поїхала, оформила пенсію і все. В Крымском есть свой врач и небольшая амбулатория, но все равно, как только что-то случается, все бегут именно к ней. Ну, прибігла до мене медсестричка з амбулаторії і каже: Степанівна, там от жінка вмирає. Під'їхали туди, там вже був місцевий лікар. Я кажу, як вмирає? У неї почечна коліка. Я приїжджаю, там зовсім ниркової коліки нема, якої не було. Серцевий напад. Нічого, накапали ліків, віджила, живе дотепер. Медсестра, врач, еще и водитель импровизированной скорой. Случается беда, она сама садится за руль. К слову, водить она научилась именно на передовой. Бачите, як у мене примерзає. Це швидше всього третя. Ні, далі. Не обходится и без плановых осмотров. Сегодня Степановна навещает свою давнюю пациентку. Один раз вона рубала дрова, це була неділя, і оцей бієць чечен завозить її, розрубана нога. Я кажу, ну правильно, бачите, хто в неділю рубає дрова. Та гуцули, якби це бачили, би вас камінням закидали. Перед осмотром больной она раздает гостинцы. Степановна на полставки работает и Дедом Морозом, и Святым Николаем. Бачите, такі військові назви. Ватерлоо у Наполеона, лента за лентою. Теперь можно приступать и к осмотру. С легкой руки рана практически зажила. Но домой Степановну все равно не отпускают. Уже по традиции на столе стоят горячие вареники. Вас люди одобряют на Крымскую. Так? Да. За вас Дуже хороша врачиха, дуже хороша, да, не жадна. І лікарство дає безплатно. Для местных жителей женщина стала своего рода спасением. Скорую они не то что во время обстрелов, они даже до войны ни разу в Крымском не видели. Но в основному вращаються всі люди, наші до воєнних врачів. Була 24-ка, туди ходила до врачів, тепер Степанна тут всі в неї. Не знаю до кого, умирать. От так лежи і умирай. Виїхав в Лисичанськ, машина стоїть 600 гривень. Перерыв на обед закончен. Дальше Степановна снова отправляется на позиции к бойцам. Мы тоже едем дальше. Следующий пункт назначения нельзя называть в открытую. Это горячая точка на передовой. Здесь, на позициях рядом с военными врачами, работают медики-волонтеры. Все необхідне для того, щоб працювати з хворими. Є ліжко, де його можна покласти, прокапати, провести маніпуляції. Навіть він може тут переночувати. Є буржуйка, тут тепло, тут топиться. Власне, шафа з ліками, з медпрепаратами. Все в одному приміщенні. Больницу обустроили на летней кухне. Когда-то здесь жили цыгане. Теперь врачи первого добровольческого медицинского госпиталя имени Пирогова. Их главная гордость – вот этот рюкзак. Це наша манюня, ми з нею спимо, ділимо одну на двох. Манюня 1,60 м. В ней помещается все необходимое, чтобы спасти жизнь человека здесь и сейчас. Маємо масу перев'язочного матеріалу, тобто все, що згідно світових стандартів тактичної медицини, все є в цьому рюкзаку. Пока они снова собирают чудо-рюкзак, вдали слышен взрыв. Военные начинают прогревать технику. Этот звук – сигнал и для этого водителя. Андрей, услышав рев, начинает заводить и свою машину. Крошка-ротовница. Реанимобиль, подаренный белорусами, еще никогда его не подводила. Тобто задача довести людину, тобто живою, надати першу необхідну допомогу, щоб людина вижила. Карательна медицина. Карательна медицина. Ну,
в хорошому сенсі. Водитель ротовницы – местная достопримечательность, ведь не часто узнаешь, что в санитара переквалифицировался настоящий рок-певец. Я вважаю, що чоловік, по-перше, має захищати свою країну або допомагати тим, тою справою, якою він володіє там досконало. Будь то пісня, або там в'язання хоча б носків, що хочеш. Носки вязать он не умеет, а вот в роли санитара-водителя цены ему нет. Свое новое призвание обнаружил случайно. В один момент понял, идет война, а значит он не может отсиживаться в столице. Бросил все и уехал на восток. Теперь свои клипы рифмастер снимает на передовой. От закінчиться ротація, повернемось до справ музичних, але припиняти, поки йде війна, допомагати Збройним силам, я не припинятиму, це точно. Пока рифмастер готовит программу для бойцов к Новому году, мы отправляемся в Карловку. В специальном растворе состав отмываем от остатков крови, зубов, хирургический инструмент. В этом кабинете королевские условия. Неплохой ремонт врачи сделали за свой счет. Все для удобства пациентов. Помогают и местным, и военным. Я сам из Мелитополя. Таких вот помещений, скажем, от обслуживания очень мало. Только, да, в Мелитополе, вот, в частных клиниках только примерно вот такие возможности. Многие думают, что стоматология не самая необходимая на фронте, но без дантистов здесь просто не обойтись. Полевая жизнь, самое главное, стресс от войны в первую очередь бьют по самым слабым местам организма. И в первую очередь по зубам. Старшина Иван Грищенко здесь уже 3-й раз. С 2014 года я потерял 8 зубов. И вот если еще потерять 2 зуба, это будет вообще некрасиво. Вот ребята мне его спасли. Назар Микутский не может сосчитать количество ротаций в Карловку. Уже год систематически приезжает в клинику на ротацию по 2 недели. Я хотів допомогти чимось. Кожна людина має допомагати тим, в чому вона найбільше може допомогти. Я думаю, я стоматолог. Є такий проєкт, я попробую. Попробував. Побачив, що дійсно працює, що можна допомогти. І втягнувся в це все. Они втягиваются и уже не могут остановиться. Для каждого из них это уже давно не работа, а скорее призвание. Мариян Кушнир, Антонина Моровди, Донбасс Реалии, Радио Свобода.